началась. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, hurmatli din qardoshlarım. Так, дәрісні башлайбыз. Дәріс ғадатша енді орысша да, татарша да алып барамыз. Шуңа күрә кім мені күрә, біреу аша алмасын, татарша да сөйлейді, орысша да сөйлейді. То есть мы по-русски подсказки мы урок ведем. Так, значит, если моя трансляция есть, пускай там скажут, что она есть, пусть кто-нибудь включит. Рамичек, включи, пожалуйста, да. То есть и мы начинаем урок, точнее продолжаем урок. Продолжаем урок. И каждый урок одинаковый. Каждый урок одинаковый. И каждый раз, с каждым уроком мы заходим все глубже и глубже. И я человек, который не люблю людей, которые не знакомы с арабским языком, останавливаются на терминах, на заучке. То есть человек, этот термин, он его переживет, перетерпит, проникнется им, и тогда только он может его понять. Почему? Потому что действительно опыт подсказывает то, что многие из хаджиев в погоне или в переживании за то, что они не выучили тот или иной термин, название ритуала, они уходят от основной цели. Ең бірінші мақсат біздің ол тақуалық. Самая главная цель. Цель мусульманина – это добиться довольства Аллаха Субхану Тааля посредством отношения к шариату, к исламу, то есть посредством богобоязненности. Таквалык, таква – это хагуна. Посланник Аллаха сказал хагуна. Мандау, урнашкан, здесь таквалык, здесь. Что такое таквалык? Это, во-первых, это бояться греха, бояться гнева Аллаха Субхану Тааля. Во-вторых, это надеяться на махфира, на его прощение, аның мағфиратына үмітләну, һәм өченче инде ул әлбәттә шөкр итү. Ла ин шакартум ли азиданнакум. Әгәр дә миңа шөкр итсәгез, мин сезгә артырып кайтарам. Будьте мне благодарны, я вам увеличу удел ваш. Шуңа күрә таквалык, даже каждый имам, который стоит на джумга, на хутбе, он говорит хутбу, и в этой хутбе вот эти слова: я аyyuhalladhina amanu тaqуллаху хаққу туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Яғни тақуалы болыңыз деу. Хәтта Рамазан айында ең машхур, яғни самый распространенный аят, который говорят хазраты, что я аyyuhalladhina аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба аля аллазина мин қабликум лааллакум таттакун. Ей иман келтірген бәндәләр, сіздің үшін сізге болғанларға кебек ураза тиішті болды, о те, которые уверовали. Значит, вам, как и тем, кто жили до вас, ураза это обязательно, да, лааллакум таттакун. Шаятки, бәлки, сіз тақуалы болырсыз. Возможно, вы будете богобоязненны. И, значит, девиз хаджа мы говорим фатазавваду, то есть подготовка, фатазавваду, то есть приобретайте, запасайтесь, әзірләніңіз де, фа инна хайри зади тақуа. Әмма ин хайрлі әзірләну, самая лучшая подготовка – это таквалык. И вот это таква уже в хадже, он проявится обязательно и укрепится. Біздің мақсат, әлбәттә, ол Аллахның мағфираты деп әйттік біз енді Аллахның рахматына ирешу, то есть надеяться, наша цель, это, конечно, быть богобоязненным. Только посредством этого мы можем добиться уже отношения к нам Всевышнего Субхану Тааля. Поэтому все наши действия должны привести
к результату, иншаллах. И этот результат вы почувствуете, да, вернувшись с хаджа, да, то есть тоска, это тоска по Кабе, маша Аллах, барак Аллах. Это в хадже может быть первые минуты, первые дни тавафа, первые минуты тавафа в первые дни, первые, когда вот мы таматту, у нас хадж, вид хаджа таматту, то есть мы по прибытии делаем, значит, умра. Первые впечатления, конечно, они очень трепетные, очень такие душевные, да, то есть, маша Аллах. Потом начинается жизнь в Мекке, начинается, значит, скажем, быт, где что-то может не понравиться, что-то может вообще мы не ожидали даже, и такое может быть, да, вот. Но потом начинается хадж, то есть мы с наших отелей уходим в хадж, значит, яума тарвия, то есть 8-й день Зульхиджа. Хаминде Хош қылғанда да қой шақта көңіл түшірге мүмкін не үшін? Чөнки сен нәрседір күтесің, кіші икенче түрлі. Мухит, яғни атмосфера другая, ты думаешь, что-то вот такое должно быть там, например, а оказывается, ну, где-то кто-то может тебе, говоришь, на ногу наступить, где-то может тебя толкнуть даже. Даже ты можешь мусор увидеть где-то. Как так может быть все мусоры, как может быть мусор? Вот это не надо видеть. Это не надо. Она курмаска киревана. Жиштара ласынкен, жиштара пой. Можешь убраться, уберись. Мы разные. Есть фанатики, которые там добиваться, чтобы цели, толкают всех, идут камни, чтобы поцеловать его, тронут, могут тебе больно сделать. Есть такие. Мы люди разные, но мы уходим от этих всяких сомнительных вещей, от всяких вещей, которые могут привести к нарушению, да, хаджа, там, или к нарушению, или, как бы, как сказать, к ухудшению сифата, то есть качества исполнения обряда, да, то есть мы от этого уходим. Поэтому вот я обращаюсь вот ко всем, кто меня слышит, кто меня видит. То есть, если руководитель говорит, давайте делать таваф на 2-м этаже, надо делать его на 2-м этаже. Мы хотим ближе к Каабе, мы хотим вот увидеть, вот это не надо, это эмоции. По шариату, если разрешено сделать таким-то образом, а руководитель, он именно для этого, чтобы показать вам, что по шариату надо слушаться руководителя. Все. В погоне того, чтобы как-то приблизиться, хадж, то есть вот это вот Зульхиджа месяц, это такой месяц, в котором очень много людей приезжает в Мекку. Биг купкишах, анда шокката саманда. Но милость Аллаха в том, что ты как-то передвигаешься, и таваф можешь сделать, и намаз. Как-то Аллах на рахматы белән кеше күп булса да, кеше үз тәртипләрне саклап эшли ул. То есть мы все делаем, даже если есть, скажем так, издихам, то есть столпотворение, то есть мы это исполняем. Итак, значит, еще раз повторяю, что я буду напоминать, чтобы это вошло в процесс, а не в какой-то хивз. Хивз — это заучивание терминов, хивз — это, значит, попытка сохранить информацию, значит, у себя, но не исполнить ее. Я как бы по-своему, Аллах на рахматы белян, хочу, чтобы вы все-таки готовились душевно, готовились к самым невероятным испытаниям, которые могут с вами произойти, к самым таким испытаниям, которые вы не хотите, которые вы избегаете. Да? То есть даже у меня, вот я же говорю, как бы, почему даже у меня, может быть, даже в первую очередь, как у руководителя, эти испытания уже происходят. То есть, да, бывают какие-то конфликтные ситуации, кто-то тебя не слышит, кто-то тебя не понимает, то есть, да, вот, то есть, и, ну, я пытаюсь сохранить самообладание, то есть, я тоже человек, у меня тоже нервы есть, да, то есть, или их нету, не знаю, что такое, как бы, я один, а тут 48 человек, и еще плюс вот мне просят, чтобы присоединились ко мне другие из группы. Я постараюсь быть спокойным, добрым, вот, да, ну, я строгий. То есть без дисциплины никак. Потому что все не просто люди, а люди с опытом. И каждый думает по-своему, что если сделаем вот так, то лучше будет так. Итак, значит, давайте еще раз мы пройдемся по
значит, нашему циклу. И я немножечко буду, значит, вас опять погружать вот в эту среду, да, то есть среда именно движения. То есть вы, уверен, уже смотрите в Ютубе разные ролики, да, советы паломника там, да, значит, хазраты там очень интересно. Но они все об одном говорят. Просто у кого как восприятие. Один хазрат так мягко говорит, нравится, вот что вот он так говорит, а другой так харизматично говорит, тогда у него интонация есть, он там, этот нравится. Каждому нравится какой-то хазрат, имам, да, который, ну, что-то побуждает в твоем сердце, заводит тебя, мотивирует так, и так далее. Шура говоря, вы, конечно, имеете полное право это все смотреть, читать книжки, да, для себя, что-то записывать. Мы договорились, что у вас у всех будет какой-то маленький, значит, дефтер, китап, Шуңа күрә, сегодня урок будет такой подольше, значит, почему? Потому что без уже опаларно затабыз уже, кто-то уже уедет, да, эконом у нас. Это передача, ролик, он будет для всех, и для стандарта, и для эконома, и для комби, и випа, и для всех. Да, есть основные детали, моменты, советы, которые будем мы проходить. Итак, поэтому после этого урока у меня останется только стандарт, которым я поеду. Остальные будут уже по мере, значит, улета уже улетать, то есть по время значит, наступления времени улета из Казани, значит, а остальная моя группа уж, иншаллах, биизнилля, Аллах берса, делаем дуа, чтобы вместе вышли, и я буду уже с ними на контакте. Итак, значит, ну, по привычке охот начать отсюда, но мы начнем отсюда, да, то есть первое, это, конечно, это, значит, у нас выезд из дома, все нормально, охватывает камера, да, посмотри просто. Да. Выезд из дома, блин, намерение, ният, бірінші, кімдер айтыр, былай да ниет қылдым бетімді мен, жамағат ниетіні гиллион артырға керек. Гиллион артырға керек. Аллах ризалығы үшін, Аллах ризалығы, я Раббым Алла, жолларны жеңіллей. Жеңіллейт деген сөз жамағат оңайлы болсын. Вот очень хороший вопрос, да, когда один брат мне говорит, хазрат, правильно просить, чтобы Всевышний облегчил уразу или хадж? Я говорю, надо понимать правильно. Облегчил, значит, ты в полной мере его исполнил. Камиль раушта деп айтамыз. Камиль раушта сен оны қыла алдың. Мысалы үшін ширлесең сен уразатты аласың ба? Әзірек ширлесең де уразатты алмайсың, шулай ма? Тұтарсың сен яфаланып, ты мучаешься, делаешь уразу, если ты болеешь. Также хадж. Да, то есть он будет намерен держать свое, но мы просим Всевышнего, чтобы он дал это сделать. То есть, чтобы нога не заболела, чтобы мозоль не натереть, чтобы давление не поднялось, чтобы сахар не поднялся. То есть вот этих случаев очень много. Этого бояться не надо. Надо просить. Я рабмала, жинлей. Облегчить. Поэтому первое, это, конечно, ният. Да? С ниятом мы выходим. С ниятом мы выходим из дома. Да? Выход из дома. Из дома, выход из дома. И все, и поехали. Все, бисмилля. Все, попрощались. Что мы делаем перед тем, как выйти в хадж? Конечно, мы разбираем все свои долги, которые на нас висят. Вначале это у кого что занял. Вообще с долгом ехать не рекомендуется, если у тебя есть долг. Но можно прийти к, значит, к кредитору и сказать, вы не против, что я поеду в хадж? Вот у меня там 50 тысяч должен я вам, потом верну. Потому что кредитор может сказать, мне 50 тысяч не дают, сам 500 тысяч, 300 тысяч нашел на хадж. Да? Ул риза был маса, дрюс был мы. Если он будет против, это будет. Вопрос решите, пожалуйста, этот. Так ведь? Долги. Да, то есть, долги. Значит, долги. И опять-таки, мы опять-таки говорим, что? Буруч, долги, ажет.
мы говорим еще и долги, которые есть у тебя где-то перед государством, например, да, перед как, налоговые какие долги, да, там уже спрашивать не будет тебя, ой, ладно, едь ты 5 алман, просто тебя на границе не пропустят и все. Первое, вот это долги. Второе, мы говорим, это налоговое, да, то есть обратите, зайдите в налоговую, проверьте, как бы, да, налоговая, что есть задолженность, налоговая, задолженность. Так, и тут же, что, может быть, самое важное из них, ну, нельзя сказать, что из них важнее, да, то есть, потому что все это тебя останавливает от этого. Это бахиллек, ризабулу, чтобы никто на тебя не был в обиде. Міне yoqin tire, достар, kardeşler, туғанlar, әти, әни, балалар, жамағат, гафу етіңіз мені. Гафу етіңіз мені. Прощение просить. То есть, да, извиниться, кого-то, может, ты обидел незаметно даже что-то. Бар, он дұғалар көп бетінде, міне сіздің дәфтерде бар. Бисмиллахи таваккалту аля Аллахи ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи алиyyil азим. Көп дұғалар, түрлі дұғалар. Усу аяқ білен шығасың, дұға қыласың. Мы сейчас не можем с вами это дұға, я поэтому уже говорю. Поэтому мы не останавливаемся на этих вопросах. Знаешь дұға, говоришь, не знаешь, выходишь. Но сиңа бір сигнал, надо выучить эту дұға. Бисмилля етіп, су аяқ білен шығасың, үйінен дұға қыл. То есть вот дұға китаплары бар, есть у вас. Дұға китаплар, вы можете посмотреть, это дұға сказать. Но до выхода из дома, говорю же, надо, чтобы все, никого, самому всех простить надо вначале. Бәтін гафу еттерге керек, кім сеңа анда какой-то зұлымлық кетірді, мысалы үшін, гафу етесің. Сам должен всех простить и попросить прощения. Все. Все. И вот ничего не держит тебя. Ничего не держите, ты пошел, все, хадж какие-то. Еще раз напоминаю о том, что были времена, когда уезжали и уже не знали, вернуться или они, или нет. Было такое время. Это сейчас самолет сел, пролетел, обратно прилетел. Мы сделали умру однажды за 3 дня. Я уехал в понедельник, приехал в субботу. То есть дорога 1,5 дня, там все ритуалы. 2 ночи ночевали в Мекке и обратно прилетели. 5-6 дней, сейчас не помню. Ну, что это? Чудо это. А кто-то 5 лет ехал туда, потом обратно. Все 5 лет занимал. Это все такое. Шуакуря. Это вот, значит, и бахиллик тотарша. Бахиллик битинда. То есть бахиллик тотарша, это бахиллик по-русски, это значит не держать зла, простить всех и быть как бы, ну, добиться прощения от других, как бы. Как это называется по-русски? Бахиллик. Еще кто-то прощал. Прощение. Прощение, ладно, прощение. То есть, прощение. Просить прощения, да. Я просто запишу. Прощение. Прошу, пишу вообще легко, просто, чтобы вы как бы понимали. Еще следующий момент, это, конечно же, оставить что-то, те, за которых ты отвечаешь, мисалыш. Да? Бір қопшик бәрәңгі қолдырасың онда, бір пұт ит, мисал үшін, да? Оставляешь мясо, картошку какую-то на это время, приблизительно какая-то крупа и так далее, если есть люди, которые нуждаются в этом. Например, отец семейства уезжает, да, он обеспечивает, да, например. Мама с папой уезжает, детям оставляет все. Или әби бабай барали, теге, қоядыр шитке, ну, қоядыр орамға шыға алмай, кибетлерде ере алмай, бабай бар екен, есть такие пожилые люди, значит, им оставляйте продукты питания на это время. И, конечно же, говорит соседям, присмотрите, пожалуйста, мы поехали. Кто-то аманат тоже это оставляете. То есть, понятно, все, вот это надо все выполнить, и все, и поехали. Второе, так, не пишет это, или будем писать. Это дорога, юл. Дорога. Сафар. Все. Сафар это уже что? Это уже целая книга. Это целое мероприятие.
Сәфәрнең догасы бар. Сәфәрнең әдәпләре бар. Ул ана шейхлар, докторлар, хәзрәтләр күпме китап язды ул сәфәр турында. У него уже условия меняются. Сәфәргә чыксаң, уже намаз сокращается. Уже хәтта ураза тотсаң, ураза тотмаска ярый. Видите, сколько у сәфәра своя какая-то есть дәрәҗә есть. Аллаһ Тәгалә дәрәҗә биргән сәфәргә. Сәфәргә чыккан кешенең дугасы кабул. Машаллах, шуны кулланыгыз. Это есть условие для принятия дуга, это сәфәр. Шуңа күрә, әлбәттә, сәфәр дугасы, сәфәр әдәпләре, то есть все практика, этика дороги, поведение себя в пути. Обязательно назначается амир джамагата, да, кто вместе с вами едет. Нюансы там, что женщина одна не может выйти без махрама. Нюансы. Нюансы, как навести намаз, что сокращать можно его. Нюансы, когда, значит, в пути, где можно сидеть, где лучше не сидеть, что можно смотреть, что лучше не смотреть, как говорится, да, то есть все нюансы есть, это все ваш руководитель. Поэтому дорога — это целое мероприятие, и я тут это писать не буду, значит, но вы должны одеться по-дорожному уңайлы киімдеріңіз болуға тиіссіз. Должна быть одежда. Кто-то щиток одевает, чтобы масик делать на ноги, да, тахрат алган шакта. Өзі білән намазлык ала, потому что на дороге где-то намаз надо почитать, например. Да? То есть вот здесь сразу мы пишем, ага, что тут надо? Обязательно дуга, обязательно намаз, обязательно ритуалы, которые должны быть. Это все, если непонятно, вы делаете с руководителем. Но для этого совершения, то есть у вас тахарат, а там кто-то щиток одевает, в жаркую погоду кто-то не одевает. Где возьмете тахарат, где все ходят в туалет в аэропорту, удобно, неудобно, правильно, неправильно, все с руководителем. Так, я сейчас намаз почитаю, мне так спокойно будет. Стоп, нет. Как руководитель скажет, так и почитаете. А я привык вот духа намаз читать, а я привык вот так. Стоп, вот как вот вы команда, сіз ғайлә кебек, сіз барасыз, шуңа күрә нәсәдер эшләмәссең син. Что-то ты не сделаешь в дороге, знай это. По причине того, что ты уже в подчинении руководителя. Все, то есть. Но знай одну вещь, что те гайбадаты, которые ты делал всегда и не оставлял, бабит шунды гайбадат, мисал үшін духа намаз, мисал үшін тахаджуд намаз, мисал үшін азгарлар әбет, ну, зикр, аны сөйлеп табарға була, аны не проблема, да? Аны әгәр дә нинди дә сәбәп аркасында эшләмәсәң, син эшләдең дип кабул ителә иншалла. Әйе, синең сәбәп буенча түгел ул, ә менә сәфәр, әбет. Җитәкче, кушты, кыла алмадың, шуңа күрә шуны белегез, әмма ләкин аннан соң дәвам итәсез. Что вы дәвам итәсез? То есть продолжайте этот гайбадат. Если вы его всегда делали и по какой-то причине вы не смогли его сделать, знайте, иншаллах, он у вас засчитается, как будто вы его сделали, иншаллах. И поэтому здесь сразу что с собой берем? Вот, интересно, что с собой берем? Намаздык я сказал. Кумган, конечно, не берем. С собой еще кумган носить, да? Намаздык спросили, вот, опа, син курсаттың тег вакытта, ведь? Шундай матруна, шундай теге, утеплитель же это, да, такой? Утеплитель, да? То есть люди как хотят, так как удобно себе это берут. Главное, чтобы это не было громоздкая вещь, которую тебя в самолет не пустит. И чтобы тяжелая не была. Все, то есть, а вот этот вариант, который вы там так красиво свернули, и он в сумочку залазит, да, то есть в дороге смотрите обязательно сумки, размеры, вес, багаж, то есть ручная кладь какая. Чтобы кто-то говорит, я ничего не возьму, только ручная кладь. Хорошо. Тогда убедись, что это у тебя сумка ручная кладь. Убедись, пожалуйста. О, сильный сумка, зур, давай, иди сдавай в багаж. Здесь очень важный момент. Почему на сафари оставлять? Потому что мужчины, а мы летим все, иншаллах, через Дубай и входим в храм,
значит, в Дубае, мы не сдаем, внимание меня, кто смотрит, не сдает мужчины ихрам в багаж. 2 раза говорю, 3 раза говорю, ихрам с собой, значит, он уже в ручной клади. Значит, а это занимает место ихрам. Тапочки там еще если будут. Он уже там почти как ручная кладь. Шамакура бубик жити мәсәлә, на это обращайте внимание, значит, и не даете в багаж. И смотрите, колющие, режущие предметы, чтобы не были там, да. Жидкость тоже не пропустит у вас, да. То есть вот эти моменты, они очень важные. Поэтому намазлык какой-то и не совсем тонкий должен быть, потому что везде вот это вот бетон, там, да, плитки, там, да, какие-то вот, да, ну и не совсем толстый должен быть, потому что он тяжелый будет, громоздкий вот и так далее, да, то есть, вот, и, конечно же, говори, не говори, мы с телефоном все, что у каждого должен был пауэрбанк должен быть, на связи, чтобы были мы, пауэрбанк, который заряжает ваши телефоны, чтобы... Зачем я это говорю? Честно, я против этого. Я за то, чтобы все выключили телефоны и включили только их в отеле, иншаллах, когда уже мы в Мекке. Но я знаю, что это сложно. Тем более в Дубае 5-6 часов, если ждать самолет, все равно за охота Wi-Fi поймать, да, балдарга, за хабаритырге, как бы это все понятно. Поэтому что? Ну, отдашь да, абы сим телефон связи нет у тебя. Понимаешь? То есть, ну, если Wi-Fi, блин, да, но все равно, понимаете, нам надо научиться не на телефон, не тугель, как бы, солону. Не на телефон надеяться, да, а на общение с друг другом. Ага, вот апа, он ок, яулык, да, белый платочек. Вот абы высокий такой, симпатичный абы, да, ну, повнимательнее там абыларган, да, тоже. То есть я хочу сказать, что мы видим силуэты людей, узнаем их. У нас у каждого будет бейджик, чтобы не потеряться. Там ваши фотографии. Да, поэтому уже несколько раз просили уже перефотографироваться, да, потому что, ну, не проходит и все там. Итак, ну все же, берем пауэрбанк. Для чего я прошу пауэрбанк брать? Потому что начинается вот эта ситуация, да, где-то место есть, и все хотят зарядиться там. Куча народу встает там, телефон оставляет, потом телефон теряется. Пусть у вас будет провод, пусть у вас будет пауэрбанк, пусть свое будет. Вот такой пауэрбанк, который заряжает ваш телефон 2-3 раза полностью. Все, пауэрбанк. Значит, называется он пауэрбанк. Да, курин жамагат, я извиняюсь. Сейчас, наверное, я начну красный писать, черный писать. Пауэрбанк, намазлык. Пауэрбанк, зарядное устройство. Зарядное устройство, да, вот такой, пауэрбанк называется он. Намазлык. Eyde darajaytib ketasin. Анысы шулай, лекин, Ну, пауэрбанк eyde darajaytasin да. Пауэрбанкны заряжать етесің. Ай, Ты ай, вначале заряжать пауэрбанк, потом... Аккумулятор. Все, аккумулятор. Зарядное устройство, все. Зарядное устройство есть шнур, зарядное устройство, а есть пауэрбанк, который аккумулятор. Уже, да, там 2-3 раза заряжать, чтобы у каждого был. Вот. Дальше что? Намазлык. Пауэрбанк. В дороге что? Деньги. Прямо сейчас, прямо сегодня меняйте на доллары деньги и постарайтесь в банке попросить, чтобы вам немножко их размельчили. То есть не $100 только, пускай будет 5. Везде только 100, для полгода уже, говорит, мелких не привозят. Я это понимаю прекрасно. Но есть люди еще. Ну, Бар Куршеляр, бар Дуслар, есть у кого размен, надо в интернет зайти, надо своих детей попросить. Они это быстро найдут, где можно как разменять. Это удобно будет вам. Поэтому деньги. И все это в сохранности у вас должно быть. В каком-то месте с собой. Так. Паспорт. Третий. Паспорт вы сдадите руководителю. Паспорта будет у него. Он будет их... билеты оформлять там и так далее, регистрацию проходить, поэтому у него сумка, там все паспорта и так далее. То есть, если что-то вспомню, добавлю я. Лишнего не надо ничего.
То есть кто-то скажет, а вот я переодеться захочу, там еще что-то захочу, да? Это уже ваши дела личные. Лекарства, которые вы пьете. Ага, у нас пересадка. Например, я сейчас про стандарт говорю, да? Мы вылетаем 14:45, прилетаем там 20 с чем-то, и у нас там до 4 утра пауза. Пауза. Я же говорю, там кровати нет, там отдыхать. А у кого-то есть намазник мягкий, но легкий и маленький. Он лег и все на пол. Или и спит. Не удивляйтесь, так будет там видно везде. Я тогда, то есть ложится и спит. Поэтому лекарство, которое пьете постоянно, в определенное время, конечно, оно с собой. Но, говорю же, бутылочки, вот эти вот жидкости могут не пропустить, что куря, додумайте этот вариант. А таблетки? А? Таблетки. Таблетка ларузик прям был отлично. Так, идем дальше. Третье. Это уже, вот, ну, дорогу пишут, тут из автобус туда зашел, из самолета туда зашел, и потом кто-то эконом едет после самолета еще, опять автобусом едет, да, с Дубая, например, до Джидеи, он там 2 суток на автобусе, то есть в любом случае, значит, одежда легкая, дышащая, да, не натирающая. Уже сейчас надо думать, чтобы удобная была обувь. Поэтому, и вот я сейчас сюда говорю, пожалуйста, не покупайте новую обувь. Оденьте ту, которая есть. Мне специально хочга, мне сатып алдым шундай яп-яңа тапочка. И все, и кекеннен соң анасын мазур материал. Да, то есть, даже я вот купил себе тапочки, и я с ними хожу. Хожу. Вот. Что говоря, одна мозоль может попортить вам много чего. Ходить будем много. Даже я вот говорю, вот эконом, да, у них не гостиница будет, а дом паломника, да, он будет там на каком-то расстоянии находиться от Аль-Харама. У стандарта тоже. У стандарта просто 3-звездочный отель, как минимум, да, у стандарта будет. Он тоже расстояние. Тоже надо будет ходить. Просто чуть получше условия. Даже у VIP, если прямо по часами будет там, да, все равно надо ходить. Всем надо ходить. Все будут ходить будет много, поэтому еще раз, пожалуйста, где-нибудь, вот я не знаю, куда-нибудь надо писать, что каждый день надо проходить. Вечером прогулка, ноги должны ходить. Потому что будем на Джамарат ходить. Будем ходить таваф, сай, орабатесес. Ноги, если не с непривычки, там затекать насчет нога, там еще что-то там, да, кузянжи рабочий, да? То есть это серьезная вещь. И дальше идем, значит, я уж не говорю какие-то моменты там по поводу тахарата там и так далее, да, это все вот с этим. То есть третье, это уже, значит, ихрамга крябас. В каком-то моменте, на микате, каком-то микате это произойдет. И совершенно кемдер автобус барганда тукты махсус шунды урында специально будет место, где вы заходите на микат, переодевать, гусуль аласыз, мужчина будет заворачиваться в храм, да, руководитель все объяснит, сейчас я на этом останавливаться не буду. Значит, что? Руководитель будет все объяснять, 2 ракагат намаз почитайте и ляббейк Аллахума ляббейк тип, с чего китайцев дальше уже Меккеге. Кемдер и храмга кре аэропорта. А кемдер хатте баршумды рейслар, есть такие рейсы, которые прямо, было такое, что прямо с Бегишева в Джидду летел. Прямо, что? Прямо в самолете и храмга кре. Поэтому и храм. Все-таки я поменяю этот карандаш. Значит, и храм Гакрябас. Теперь момент интересный. И храмга Керу Алденнан несколько раз будет у вас какой-то будет, всегда будет он вас напрягать. И храмга Крябс, и храмга. То есть Ингберенше Айтамбит это все-таки ният, это одеяние, это кто-то до этого момента пусть посмотрит свои ногти, пусть посмотрит какие-то свои волосики, я не знаю. Пусть посмотрит, зачем, потому что, говоришь, даже вот как бы, ну, какой-то заусенец будет, да, на пальце, там у девочек обычно там ногти подлиннее, может быть, там, да, то есть зацепишь что-нибудь, еще что-нибудь, сразу приведите все в порядок, все, вот, никогда не будет так,
и храмга краб зарезка. Так никогда не будет. Обязательно предупреждать несколько раз вас. Шуңа күрә и храмга кірдік, менә моннан инде башлана бик җитди инде әлбәттә һәм җаваплы эшләр, гамәлләр һәм ихрамда булу. То есть вы будете в дороге еще находиться. И храм подразумевает собой, мы говорили, да, что это такое? Это ният намерение, это одежда. У женщин мы сказали, что ничего не меняется, та же одежда может быть, но инде, чтоб не покрывал никап и чтоб не одевал перчатки. На ногах может быть что хотите. У мужчин это только 2 куска материала и все. Больше ничего нет. Разрешается тут подкрепить сумочка такая, да, может быть разрешается часы, разрешается колечко, разрешается, да, то есть на голову ничего одевать не разрешается, и сандали должны открыты быть пальчики и пятки. На всякий пожарный ремень, бля, Вот что на этом повязка, которая ремнем привязывается, и там обычно сумка такая еще, туда что-то ложат, так бы вот. А так вы можете, будучи в храме, одевать рюкзак. Проблем никаких нет в рюкзаке. В рюкзаке может быть все. И здесь же я вам сразу настоятельно рекомендую приобрести маленькие такие, я вот с собой не взял я, маленькие такие мешочки для того, чтобы туда ложить тапочки. Тапочки. То есть, мисал үшін біз кіребіз неге, допустим, біз храм да емес. Біз қоядыр кіребіз, мисал үшін қоядыр деп енді. Аль-Харамга кіребіз. Когда мы будем заходить в Аль-Харам, мы будем снимать тапочки, будем пешком идти. Босиком, точнее, будем идти. Без тапочек, понимаете? В храме, когда зайдем в мечеть Аль-Харам, чтобы делать таваф, мы снимем свои тапочки. Куда эти тапочки девать? Конечно, в сумку. Поэтому вот это вот... Может быть так. Может быть так. Чупрактеры. То есть имейте по себе сумочку, куда можно будет положить свои тапочки. Это для мужчины не больше. Ну и для женщин тоже. То есть обычно это такая сумочка, там вода, там тапочки, да, это на 3-4 часа. На 3-4 часа. Итак, ихрам это уже прямо такая, вот я вот так вот сделаю, вот так вот, ладно. Это уже такой очень серьезный, очень такой строгий, да, то есть это у нас вот такая ситуация. Теперь мы в состоянии храма приезжаем в отель. 4. Видите, началось вот это черный пишу, отель. Отель пришли мы, приехали. Мы еще сразу не идем в Аль-Харам. Пока мы едем, в храме можем заснуть, тахарат испортить, пойти помыться. То есть я мужчинам это говорю, потому что, как правило, в туалетах там душевые сразу. То есть некоторые даже снимают и храм, ну закрыто же все. Журналар полностью, но только не запахами какими-то. Вообще, вот я сейчас смотрю сюда и говорю всем, уберите вообще из своего, значит, как его... принадлежности, да, с запахом мыл. Просто уберите. Некоторые говорят, нет, забывается человек. Забывается и все. Оставьте это. Уберите это. Пускай будет и обработка подмышек, обработка там всего такого без запаха. То есть все это продается, все это за 200-300 рублей можно купить. Шамакуря. Подальше от этого. Незаметно сильно. Влажные салфетки тоже все без запаха. Обработка там мест все без запаха. Шампунь и мыло без запаха должно быть. Раз и навсегда как бы. Ну закройте эту тему и все. Больше не возвращайтесь. Потерпите чуть-чуть, иншаллах. Итак, отель мы приехали. В отеле начинается расселение. Расселение. Что мы делаем? Мы сабру делаем. Почему? Потому что говорят, я хочу так, а я хочу вот так, а я хочу вот так, а я хочу так. Стоп! Вот если вы пока въехали вместе, с кем-то подружились, с тем мы заходите в комнату. А кого вам поставили, кого назначили, шунари забулагасинда, соглашайтесь с этим. Все. Не надо там, я вот с ней хочу, с ней не хочу, я вот с этим братом хочу, это я с дедушкой. Конечно, руководитель будет по возрастам всех определять, чтобы молодые отдельно были, пожилые отдельно. Потому что, опять-таки, кондиционер там, проветривание и так далее, и так далее.
Кто-то храпит, кто-то не храпит. Все это надо разбирать. И ключи, замки открываем, закрываем. Вот это все. Начинается быт. Вы в храме. Вы сейчас скоро умру сделаете. А тут быт. Отель, сумки, ресепшн, мандакемдер кофеще, мандакуадр бадрав какие-то, вот эта суета, да, ошек магас, не расслабляйтесь, давайте, устройтесь, сумки занесите все в отель, и потом отдых. Час, два, три, в зависимости от того, насколько вы устали, руководитель сам скажет. Кто-то обязательно скажет, я нормальный, я хороший, можно я на умру пойду. Это те, кто уже умру делал, они знают. Но поверьте мне, умра это 3-4 часа. В Аль-Хараме таваф в 7, иркаракагат намаза, замзам и потом сай. Это все-таки нагрузка. Поэтому настоятельно рекомендуем мы все, чтобы отдохнуть после дороги. Душ принять, там, полежать. Ну, я же говорю, опять-таки выстроится очередь в туалет. И везде будет очередь. Представьте, настройте, что будет везде очередь. Поэтому надо, вот сейчас сюда говорю в камеру, да, заранее думать о тахарате, заранее думать о гайбадате. Почему о гайбадате? Например, вы знаете, что, например, 17:30 аср, например, намаз, и кинда намаз. 17:30. Ты в отеле. Не надо тебе выходить в 17:00. Тебе надо выходить в 16:00, например, если ты пешком идешь. Если ты уверен, что курсирует трансфер машина Юрикен, автобус Юрикен, наверное, если автобус здесь, да, то есть даже тогда надо за час, потому что будет издыхам, будет много народу. Все хотят прийти на намаз пятикратный. Ты должен за час минимум выходить из своего отеля, чтобы успеть. А что за час, чтобы выйти? Значит, за 1,5 часа надо пойти тахарат обновить. Швакуря, это все надо делать за час, за полтора. То есть у всех будет время намазов в Мекке, да, в Аль-Хараме. Кто-то в мечеть спустится внизу, почитает, там каждый шаг мечеть там. А кто-то скажет, я хочу Аль-Харам. Да, 100 000 наград один намаз. Пожалуйста, но заранее. Швакуря, отель это ближайшее, это обитание на ближайшее время. Поэтому не торопитесь за 5 секунд узнать все, что происходит там. Главное, зайдите в номер, разложитесь, приготовьте вещи и отдыхайте. Потом вы узнаете, где рядом магазин, где рядом постираться можно, где что, как, где можно... Это потом. Главное, надо с дороги отключиться, как-то отдохнуть. Поэтому отель это своя суета, и там же вы увидите всякие непонятки, кто-то что-то сказал, ушел, жду, когда ключи не дали, вот это все будет испытанием, постоянным испытанием, потому что Аллах испытывает нас. Шунакуря отель. И ближайший намаз уже руководитель скажет, как его провести, когда. То есть вы все это время в храме. Еще раз повторяю, вы все это время в храме, и вам в один момент вы, значит, будете выходить на умру. На умру будете выходить вы в один момент, когда вы договоритесь, и это будет умра. То есть гумре, я замню, гумре, первое, что вы будете делать. Это в хадж таматту, это первое, что вы должны сделать, это умра. Алейкум салам. Значит, и вот здесь опять-таки, что с собой брать? Берете сумочку, берете водичку, берете, а вообще до этого, если вы не обработали свои места, которые трутся, я про мужчин больше говорю, но и про женщин тоже, да, обрабатывайте вазелином, кремом, без запаха. Обрабатывайте эти места, потому что предстоит движение. Движение, которое будет, может длиться 4 часа, может быть. Может быть. Я еще раз повторяю, в отеле первым делом телефон подключать к Wi-Fi не надо. Не надо. Хазар мына все, гумра колорга кирек.
Первое гумре. Не надо сообщать никому, что вы уже в отеле, все хорошо, не надо. Это вы подключите после умры. С чистым совестью, с чистой душой. И уже будете говорить, без гумре калдык, кызым, балам, жаным, өнөгім. Иншалла, дуга кылыңыз, кабыл болсын деп, вот таким только можно. Поэтому уберите эти. И некоторые захотят фотографировать там, это мы же, ты что, как батон, обязательно фотографировать надо же. Что? И сфотографируйте тоже. Но не сейчас, не на умре, не надо. Увидите, что другие фоткают, пусть фоткают. Как батуланы можно фотографировать не когда умру делаешь, а просто когда потом пойдешь в мечеть. Спокойно, там со второго этажа можешь сфотографировать. Сейчас не надо отвлекаться в дунья, блин. Максат, гумрякалу. Максат, цель это сделать умру правильно. Еще раз говорю, умра, она делается на территории Аль-Харама. 7 тавафов, 2 ракагата, читаем потом, за Макам Аль-Ибрагим, Замзам пьем, и потом уходим на саи, делаем саи тоже 7 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выходим, и все. Хатам казар азрак. Шашинларын кыскарта чуть-чуть. А мужчины бреются. Лучше бриться. Да, когда у посланника спросили, да, а он дуа делает за тех, кто побрился. Они говорят, а может быть и те, кто постриглись? Он говорит, те, кто побрился. А может быть те, кто постриглись? Он говорит, те, кто побрился. И что кырды около? Кем уз шашляны кырды? Кто побрил? Он говорит, а потом опять, а может быть те, кто постригся? И те, кто постригся, сказал. За 4-й раз только дуга кылынды. Поэтому мы, агарда посланник Аллаха так сделал такой, значит, важность, что побриться, надо что? Надо побриться. Шуна куря, выходим из храма, то есть выходим из саи, и вас руководитель говорит, ну давайте, быстренько. Вы идете прямо такой толпой дружной. Мальчики окружат девочек, чтобы девочки не потерялись. Где-то за руки держаться, где-то за вот лямку держатся, да. То есть вот так мы будем проходить, все это будет медленно, да. Близко не приближаемся. Там уже насколько руководитель, как это все организует. Там наверняка это будет прямо на первом этаже, да, то есть Тауаф колона, Эвид, Анансанг, Шигабас, тоже так же дружной толпой. Он скажет, давайте намаз почитаем, давайте замзем попьем, давайте дальше на сами пойдем. Все это будет 4 часа, подробности уж не буду. Там все сделаете вы, это будет эйфория, это будет счастье, это будет мажжилы саңында, онда білмейманда, өзіңе урын таба алмайсың, сен қарайсың, қағбатулар уже сен қағбатуларны көру өзі бір Аллахның рахматы, это счастье, это чудо, все грехи прощаются, иншаллах, и ты выходишь в саи и направляйтесь, наверное, ближе, там, где бреют, постригают, специальное место есть, постригаешь себя и выдыхаем, выше из храма. Идем в отель. Или на автобусе едем, или пешком идем в отель, уставшие все. И вот приходим в отель, вот тогда уже можно. И телефон подключить, и симку купить, и так, ну-ка, что там у нас, ужин, обед, у кого как, у стандарта ужин, у нестандарта надо самому готовить, или сходить в какое-нибудь кафе какое-то покушать, или в магазине кефирчик купить, попить. То есть вот это уже потом вы поймете. И с этого момента начинается время. Просто. Алайда булыргай, алайда ядыла. Ну, кем шулай, кем-то шулай. Кто-то делает это в гостинице, но пока ты не побреешься, ты из храма не вышел. Вот это важно, что ты уже щектым уже все сделал, как будто осимит кармаганцем еще. Да, где бриться. А там есть специальные места, где бреют, где эти всякие барбершопы, там всякие, тогда это все там порядок приводит. Поэтому 6-й вот я ставлю, это что? Это жизнь до хаджа, до Йом-эль-Тарвия. То есть Йом-эль-Тарвия это 8-й Зульхидж, до 8-го Зульхиджа. Все, у кого сколько дней? Эконом подольше, потому что раньше уехал. Стандарт обычный такой. Сегізінші Зульхиджаға қатылы біз. Яшибіз, не сашибіз?
Гайбатат калабас. Организовываем свою жизнь таким образом, чтобы был урок в день, чтение Корана, посещение Аль-Харама, таваф. Вот насколько ты это можешь, настолько ты это делаешь. Настолько ты это делаешь. Жизнь до, значит, 8 Зульхиджа. Зульхиджа — это день, когда все выедут. Куда? Выедут все в Мина. И вот сейчас мы... Курасина, она не стирается еще. Нияд тяжело стереть. Если нияд синий. Долги вот надо хорошенько стереть. Да? Так, дальше идем. Значит, ладно, я же все-таки не на это рассчитываю, так ведь? Давайте дальше идем. Значит, до 8 Зульхиджа, до 8 Зульхиджа мы занимаемся какими-то бытовыми делами. Постирались, помылись, значит, покушали. Уже кто-то, если это эконом, они выбирают, кто-то будет дежурный, кто-то будет готовить, покупать продукты, готовить там и так далее. У стандарта будет 2 раза питание, будут кушать они, да, то есть вот здесь тоже надо быть благодарным. Барыкеннесе, ошисыңда шуңа риза. Категорически не видит никаких мусора, каких-то давки, какой-то проблем. Уберите вообще из своей жизни. То есть вот это все. То есть, ага, тут что-то не убрались, вот сегодня мусор там, да, ага, вот что-то не помыли. А что вот эти местные власти, они вот так вот, Аллах сакласын. Никаких обсуждений, никого, ничего. Только сам себя обсуждать. Самое важное. Начинаешь жить в комнате, а оказывается, она такая, оказывается. Он, оказывается, вот так вот. А что это мы пошли, ты не пошел, а мы делали, а ты не делал, а мы скидываемся, а ты не скидываешься? Уберите это. Аллах ризалович. Настройтесь на правильный, значит, образ жизни. Итак, значит, наступает день, значит, 7, да? Наступает день 8 Зульхиджа. Какой день, я сейчас не могу сказать, точно надо посмотреть. 19. Зульхиджа. Зульхиджа, Бараншикан. Что делают все в этот день? В этот день, после Зухра, если не ошибаюсь, да, уже говорит руководитель, так, Джамагат. Кстати, мы говорим жизнь до Зульхиджа, там обязательно уроки. И опять подготовка, опять вот это все Муздалифа, Арафа, Дуга, все вот это объясняет. Вас готовит руководитель, пожалуйста, вот приготовьтесь. Завтра 8 деп сізні бірші башлıyor руководитель. Завтра ертеге бошана деп, ертеге біреу итмәгіз деп. Шуңа күрә, значит, у женщин, у которых есть дни, значит, нюансы, они, значит, со своим руководителем на связи, они ему объясняют, что, как, он все объясняет. Наступило 8 Зульхиджа. Что делаем мы? Мы оставляем наш дом паломника и оставляем гостиницы на 5 дней. Вот понимаете, да, что? Берите с собой, какие там были деньги у вас там, да, берите с собой, какие у вас там были опять пауэрбанки. Все, вы туда вернетесь только через 5 дней. Некоторые говорят, вот мы жили там в доме паломника, там такие условия спартанские, там, да. После хаджа для них дом паломника оказался 5-звездочным отелем, короче. Потому что Мина — это уличные условия. Муздалифа вообще, Минада Алина Садр Баранда, Мина там есть что-то, что постелят, как бы палатки там, да, лежать можно, кондиционер есть, да. Но Муздалифа там, даже такая шутка, Муздалифа — это многозвездочный отель. Почему? Потому что нету только звезды наверху. Не 5-звездочный, а многозвездочный. Итак, значит, все. Выезд, выход в Мина. То есть, все, в храм заходят мужчины до 8 Зульхиджа, приводят опять все в порядок. Это 2-й раз в храм заходит, да? У некоторых побритые головы, чуть-чуть волосы начали расти, Мисалычем. И храмы уже постираны, поглажены уже после первого этого использования, да? Обычно так бывает.
Выход в Мина. Выход в Мина. Опять-таки, это, конечно же, вагаз, это, конечно, урок, это, конечно, значит, подготовка морально-психологическая там, да, и так далее. Значит, опять это все-таки получается настроение такое. Уже все успели познакомиться друг с другом. Все, значит, я всегда говорю, ритуалы вам помогут совершить руководители. А вот терпеть кого-то вам никто не сможет помочь. Кого-то терпеть очень сложно будет, поэтому я всегда на это делаю. То есть упор делаю на это. Да. То есть первые Мина, выход в Мина, то есть это на автобусе, значит, вы едете в Мина, значит, значит, устраивайтесь в этой палатке. На автобусе уезжаете, берете с собой необходимые вещи опять, да, то есть кто-то говорит, ну, советует, например, там, да, брать с собой чайники, чай пить там. Вы можете, пока жили, купить какой-то чай, например, это. То есть там, то есть, в принципе, кто-то может взять с собой там обогреватель, но все это согласовано с этим, с руководителем. Там электричество будет, там будут розетки, там будет кондиционер, там будет свет, там будет все. Поэтому пауэрбанки опять свои берете, зарядки берете, к этому времени у вас уже связь будет, какая-то местная, наверное, там, да, какая-то там симки или что-то, наверное, я не знаю. Значит, Wi-Fi там будет, не будет, не знаю, но опять-таки, сізге дунья керекмейді, вам дунья не нужна, вам нужен хадж. Поэтому сіз храмға кірдіңіз. Вы все зашли в гостиницу, заходим в храм, все, бисмилля, все в порядке, взяли свои вещи какие-то там, да, подменные и так далее, потому что, значит, 10 числа, вот это 8 же, через 2 дня вы из храма выйдете. У вас должна быть одежда, которую поменяете вы после храма. Понимаете? У вас будет в сумке, у вас будет там, например, брючки, рубашка, там нижнее белье, там, и так далее, и так далее. То есть 8-го мы едем в Мина, ночуем, да, ночуем. Хам, значит, уже 9-е. Это уже Арафа күні. Арафа күні, аль-Арафа, то есть это стояние, это день Арафа. День Арафа. Вот это самый главный день в хаджи. Хадж Арафа. То есть, хадж это Арафа, сказал посланник. Весь смысл. Никогда ты больше хадж не сделаешь за весь год, только в день Арафа. Арафа это условие, это аркан Арафа. Поэтому, значит, Арафа, что мы делаем в Арафа? Мы туда выезжаем, значит, там читаем Зухар, Аср вместе, ну, слушаем хутбу, там будет хутба, значит, да, напишу уже, давайте, хутба, потом Зухар, Аср, Илябан Икинднукала, хам что, бутен бір нәрсе шамисыз, или дуға, все, мына, 5-6 сағат, 5-6 часов вы будете делать дуға, без остановки, туктамыйша, жылдан туктап, ойланып, фикірлеп, гүнахларны еске түшіріп, bütün гүнахлардан, то есть, вспоминая все, всю жизнь, все за это время, что ты сделал правильно, что ты не сделал неправильно. Ну, это даже как бы только для того, чтобы делать дуа. Там нет дополнительных намазов, там нет каких-то дополнительных вещей, только дуа. Поэтому вас, еще раз говорю, сегодня придете домой, напишите, что будете просить, и просите все.
До мелочей просить надо все. Уд'уни астаджиб лякум. Меннан сұраңыз, мен сізге берем. Просите у меня, я вам отвечу. То есть Аллах Та'аля любит, когда у него просишь много. И надо не просто просить, надо требовать. Таляби керек. Требовать. Я раббым Алла гафуин. Нохларымны кешер. Дуга. Все, бесконечно. До, когда солнце спускается, уже так, ну-ка, там покормит вас, там водички дадут, иншалла. Я думаю, ты аш қалмасыз, иншалла. Бірде ходи эконом болсын, ходи эконом болсын. Бірсіда аш қалмас, иншалла. И дальше идем что? То есть в этот момент, конечно же, мына бұл дуга қылу, сіз айтамын, қоллар, мына посланник Аллаха делал дуга, поднял руки и опустил потом только. Бірнеше сағат өткеш. Это же для нас это очень сложно, мы так не привыкли, но будем привыкать. Дальше идем что? То есть Арафа. Так. То есть дуа, клабас. И в один момент мы садимся на автобус и выезжаем в Муздалифага. Девятый пункт. Шулук 9-ші күні, 9-й пункт. Аммалякин, это после обеда под вечер мы выезжаем, выезд Муздалифа из Арафа. Выезд. Автобус там. Автобус, ребята, обычно то есть выезд Муздалифага. То есть Муздалифа, что? Кишкерін келеміз Муздалифаға. Қоя келеміз біз? Біз өзіміз да хатта қоя басырға да білмей тұрған урон. Мы подъезжаем к такому месту. Это не значит какое-то вот у всех разные представления, что такое Муздалифа. Это просто город какой-то, поселок. Мында машина ери, мында эстакада, мында мост, мында нәсе. И вот куда вам скажут, вот давайте вот сюда, вот ложитесь, пожалуйста. А мында йотагыз. Если шунда йотасыз. Мында мақсат нәсе? Йыклап алу. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муздалифада йыклап алды, ялайтып алды. Иртәнгі намазға хәтлі. Шуңа күрә сіз келіп, ақшамны оқисыз, анда ястүні оқисыз. Һәм мақсат ятып торырга күпмедер йыклап алырга. Шуның өчен Намазны сіз оқытасыздар мекеніз? намазны анда ким қоя баса да оқый, анда махсус какой-то тәртип юк. Так кызлар. Жәмәғат белән кемиләр? Ну җәмәгать белән тырышасың күргән, ләкин анда шу хәтле урын теге айрым җәмәгать белән намаз укый торган юк. Нет такого места, чтобы все җәмәгать намаз почитали. Так, кто готов? Давай намаз читаем. Так, вы потом, давай, брат, Радик, Жазакаллахан, давай син намазны үткәрәле менә тегеләргә. Например, говорю я. Потому что они еще не урнахмаганар алалар. Им надо еще устроиться где-то. Они вот вместо ложат, сумку свою ложат, вот это вот. Потому что мы же идем, когда выходим, кстати, я забыл сказать, наверное, да, мы выходим Арафат, с нами какая-то же сумочка обязательно есть. Что это? Вода там, еще что-то, да, полотенце, там еще что-то. Да, то есть, или какой-то коврик у кого-то может быть. Что это? Достаточно стандарта, обещали коврики там, ну ладно. То есть, значит, Муздалифада біз не сошли-біз? Икларға ятабыз. Икларға ятабыз. Һәм, ну, икларға тырышабыз. Стараемся поспать. Айтам бит, многозвездочный отель.
Онда пи-би-ба-ба, машина өтіп кетеді дегенде, мында как бы, ну, жарко, душно, неудобно. Мында тош. Кстати, тош. Как раз мында біз жиді тош. Здесь мы еще что сделаем? То есть ночуем. И что делаем? Собираем камешки. Директ размер, да? Оны бітірі соңнаталар. Все объяснят, какие камешки. И небольшие, и не совсем маленькие, удобные. Поэтому, как правило, их собирают куда-нибудь, какую-нибудь бутылочку. Біз мында ихрамда боламыз әлбақта, да? Обязательно. Біз хаш қыламыз, біз ихрамда, біздің ике ерлердің только шул гына. Все. То есть, но айтам мен. Бутылышканы тапып аламыз, рюкзак белән барган. Онда бітір соңнаталар. Неге саласың бір сондай бар бит. Кісәгә саламыз енді, кісә үйіп битінде. Шондай рюкзактың орны бар. Рюкзактың орыннары бар бит. Есть места в рюкзаке, есть какие-то сумочки. Ну, обычно собирают какие-то бутылочки и так далее. То есть 7 камешков собираете. Спрашиваете у руководителя, такой можно, вот такой пойдет, он скажет, вот такой соберите, и все собирают камешек. Собрали камешек. Запас белән җәргә ярамый, да? Ну, Вдруг чыгып. как бы, ну, ал енді, да, проблем нет. 7 камешков надо собрать. Җиде келет. Жиды. Так, и все. Муздалифа, да? Значит, біз ночуем. Анан соң иртәнге намаз оқимыз. Собираем камешки. И фәжір. Иртәнге намазына. Анда тағарат алырға орын. Тахарат бәдрафлар анда бар. Бар, да. Тахарат алырға орын бар. Иртәнге намаз. Так, хутба, зухар, аср, муздалифа, значит, собираем камешки. Здесь, значит, ахшам, магриб, иша. Намаз есть ту, ахшам, намаз, камешки, иртәнге намаз. Все. Все, иртән, юктыр. Ondan soң, значит, біз ялайтабыз, иртәнге намазны оқибыз, әм ташлар жиылған біздің, кеттік біз иртән, кімдір иртәне кетерге мүмкін? Бұл күндерде біз ошауны ұнтып тұрабызмын. Жоқ енді, олардың арасында ошайсыз, су ішесіз, һәм башқасы, Бұлса шайсың, бұлмас. Шуңа күрә, 10-ші, міне иртәнге намаз ол нәрсе уже? Қоя кірәбіз біз? 10-ші Зулхиджа. Міне 10-ші Зулхиджа. Onuncu Zülhicce қайтабыз Минаға. Кімдір жаяу автобус күте алмайша. Автобус долго ждать, все возвращаются пешком, все, говорю, многие, там 3-2 километра пешком. Иртәнге намаздан соң. Иртәнге намаздан соң. Орнашалар, қайталар, тахарат алалар, жиналар. Біздің мақсат, кімдір туп-туру кете жамаратқа. Біздің іш бұл күнні жамарат тош ату. Таш атырғанда. Жамаратул кубра. Яғни ең зур бағанаға біздің тош ату. Шул күнні. Бізде ол құрбан бәйрем. Амында сен қайтасың Минаға, Минадан соң кетесің жамаратқа. Жамарат тош ату. 7 тапқыр. Бисмилля, Аллаху акбар деп, оны бүтін соң үйретер. Итак, значит, тош жамарат. Hem kütünsün koşan sarık şalına. Hadi. Sarık şalınırga tiş. Ekonom tuli sarık için ayırım. O'zi yizlab, topib, sholib yurmay, akşasini to'ladi deganda xabar etalar. Sholindi. Kimdir ertaroq, kimdir so'ngroq. Sholina, ammo ol shuni
нетергет ишебит. То есть жамарат кылына окша түләнгән уже 40-ларны чалалар. То есть менә бу курбан чалына. Таушату мина территориясында була, да? Ай ул тегендәрәк барасың аны. Ай, Шалына. Һәм нәрсә? Ихрамнан чыгабыз. О, субханаллах. шунда окшаган. Да, выход из ихрама. Ташны качан Ташны аттык, минага койдык. Көтіп тұрабыз, құрбан шалынды ма? Шалынды деп хабар келе. Все, ихрамнан чыгабыз. Это будет частичный выход из ихрама. Частичный выход из ихрама, он разрешает делать все, кроме, ну, как говорится, отношений половых со своим супругом. То есть остальное все уже можно. Если собан яры, кимне олштраса, хамбашкаса, то есть вы меняете уже, можно уже использовать благовоние, можно уже постричь ногти, ну, понятно, потому что уже постригли же волосы, да. И тут карнабас заявит. Все, то есть меняешь одежду полностью, но это частично, потому что есть еще один, остается таваф, после этого тавафа полный выход из ихрама будет. То есть, вот. Бу ихрамна шикаш без кадр нәрсәдә шашалар юктыр бит. Шашы олу бар. Бар. Алмана шашны аласың. Ну, ансыннан уже. То есть кранасың, шашны алдыртасың. То есть үзең алмыйсың, сам не бреешься, сам себе ничего не делаешь, тебя должны побрить. Поэтому мелочь какой-то там бересың кімгәдір, тебя убирают волосы. Башный, да. Выход из ихрама. Сакал кырыйын үзең кырасыңдыр. Ну, сокалны вообще кырга ярамый. Ясың. Сокалны үстерек керек. Итак, значит, выход из ихрама частичный. То есть распространяется еще запрет на половые отношения. Все, здесь жамарат один был, всего 3 жамарата у нас, да? Анансанг без знаний. Значит, 11 Зульхиджа, то есть в этот день отдыхаем. В этот день отдыхаем. Кто-то умудряется еще в этот день вечером сходить на Таваф аль-Вада. Таваф аль-Ифада, прошу прощения. Таваф аль-Вада — это прощальный таваф. Самый последний, когда с Мекки уезжаешь, ты делаешь последний. Это к хаджу, он как бы, ну, не относится, но присутствие, которое продолжается, да, ну, сейчас, чтобы я по порядку скажу, да. То есть, следующий, вот 11, да, это Йомут Ташрик называется, Йомут Ташрик. То есть, этот, нормально мы, да, время идет, хорошо, молодцы. Но сейчас уже заканчиваем. То есть, 11 это Йомут Ташрик, это также идем камешки кидать. И 12 тоже камешки кидаем, но уже свободные. Даре саласы, намазу кысы, мина даяшисы. Проживание в Мина. 11-12 Зульхиджа. И, говорю же, Таваф аль-Ифада остается, вот мы же частично же из храма вышли. То есть, например, 11 числа, например, да, или 10 вечером, например, да, как сказать только это, да, вы идете и делаете Таваф аль-Ифада. Таваф ифада. И этим самым вы закрываете полностью выход из храма. Полностью. Все. Тамам. Хадж бшуна бетте. 11 күнне таваф кайда кылабыз? Барабыз Меккеге, Минадан. Таваф аль-Ифада, это значит идем на автобусе, идем в Мекку из Мина, или 10 вечером, говорю уже, или 11, да, группой вместе идем, делаем таваф, жиды топкар, 2 ракагат намаз, замзам, хамсаи. Таваф ясыйбыз деген шыракта һәр вакыт шушы 7 круг. Әйе. Бер генә круг таваф булмый. Yok, жиды топкар. Таваф кылабыз, после того таваф аль-Ифада де Патала, сделаем таваф, потом идем, и все как умру делали, нам же знакомы же это уже все, мы же это знаем уже как это делать. Все это, и все.
Анан соң, ну, таш атабыз, 3 тапкыр таш атабыз. Анан соң уже зурысына большой камень кидаем, в средний и в малый. На следующий день опять большой, средний и малый. То есть остальные дни там как особо ничего такого загруженности нет, только одно: пойти покидать камешки. То есть завтрак будет, да, обед будет, чай еще была там, да. Так, нәсә жамагат. Киттек бі таш атырға? Киттек. Сіз уже и храмда түгел. Киттек. Киттек. То есть опять-таки атларны карыйбыз, нелерны карыйбыз, чтобы жестко не было, больно не было, чтобы мозоли не было, все вот. Таш атканда біз мейлі тахаратта барға тиішмейлі. Ну, обычно тахаратмен шығасың енді әлбәтте, таш ату. Шуңа көрә сен тырышасың енді, шондай не де болырға как-то, да, проблем жоқ. Но таш атуда, онда мәшіт бит инде ол сол палатка, онда Таш атырға. таш атырға анда шондай махсус шондай 3 катлы зур шондай нелер анда түзілген. Ну, можно желательно, но не обязательно. Біздің тахарат самаланды таваф. Таваф біздің тахарат. Намаз тахарат. Құр'ан оқу тахарат біздің. Шуңа көрә таш атабыз да қайтабыз. Аннан соң айтам бит, міне 11-ші пункт. Әмма ләкин мына шул көннәрне үткәч, инде таш аткач кайтып китәбез Мәккәгә, гостиницада. Все, отель. Бірінші күн келесі. Yok, 10, 11, 13. Шол 13 мы шунда боламы. Онда әйтерләр инде сезгә. Кашан. Һәм возвращаемся в отель, наш любимый дорогой отель, или дом паломника, возвращаемся. Шуның белән тамам. Яшисез, күпме сезгә әйтәләр, 3 көнме, 5 көнме, 7 көнме, Мәдинәгә хәтта обычно Мәдинәгә китәләр. Һәм китер алдыннан Мәккәдән әле тавафул вада була. Прощальный таваф. Шундай, очень впечатляющий, очень шундай теге эмоциональный була. Сен сау булашасың, сен Кәгъбатулла белән, шулай җылый. Инде менә кашан таваф кылына ул? Менә 4-5 сәгать китер алдыннан. За 3-4 часа до уезда с Мекки, или это ночью, или утром делают этот таваф, прощальный таваф, и все уезжают. Обычно в Медину уезжают, там 2-3 дня поживут. Ну, шундай не инде ул, аны кыларга кирәк. Аны һәр хәлдә син таваф кыласың. Шуңа күрә, это как один из этих атрибутов. Тамам, шуның белән җәмәгать. Бүген инде тирәнрәк кирдек. Айтам бит, еще раз говорю, дорогие мои, пожалуйста, Муздалифа, Аль-Арафа, Мина, мына бу исемнәр, это вы выучите в процессе. Сейчас подготовьте себя, пожалуйста, к именно душевно. Шуның белән тамам. Аллаһның рәхмәтләре яусын, атакалардан кылсын, җиңеллек бирсен. Ассаламу алейкум.